Рабочий кабинет профессора Авксентия Мординова. Стол, за которым он работал более полувека. Стол, помнящий, с каким прилежанием читал он труды выдающихся мыслителей человечества. Вступал на арену величайших умов, исследовал, испытывал их могучие мысли, умовоззрение, дух, развивая себя как личность, шлифуя ум и окрыляя душу. Святое место творца и мыслителя Авксентия Егоровича. Множество произведений, философских трудов и статей были написаны за этим столом. Именно за этим столом заговорил на якутском языке великий Шолохов. Тихое, укромное пристанище, надежное убежище профессора, познавшее труднейший период его жизни, когда приходилось писать неисчислимое множество писем, отвечая разным комиссиям, организованным по клеветническим выпадам в его адрес непорядочных, захлебывающихся в злобе людей. Место, вынесшее вместе со своим владельцем непомерную усталость от оголтелых обвинений и разделившее с почтенным человеком его невыразимую тоску и душевные терзания. По мере того, как уходит время, даже маленькие факты, имеющие отношение к Авксентию Егоровичу, если их суметь понять точно, приобретут особую ценность. Сегодня мы попытаемся хоть немного приоткрыть завесу, покрывающую эти факты, окунемся в волшебное, светлое обаяние большой личности. В Татинском улусе в Харбалахе есть маленький алаз, Борде, глиняный дом. В стародавние времена в этом аласе жил, говорят, человек, которого звали Мунду. Батюшка окрестил его Мординовым Петром, так и занес в метрическую запись под этой фамилией. Егордан Мординов работал батраком, когда его хозяйка, старуха Марья, женила его на своей работнице, Сивцевой Федосии, уроженке местечка Селлях Татинского улуса. Мать лежит на сене, разосланном возле нар, прямо на полу, и тяжко стонет. Никитка тянется к матери, но его удерживает бабка Дарья, сухонькая, маленькая старушка. «Бог тебе брата пошлет, молись», — приговаривает она. Вдруг прозвучало что-то странное, не похожее ни на плач, ни на песню. Никитка начинает топать ногами, неистово размахивать руками и реветь во весь голос. Так впервые встречаются братья. Сыновья Мординовых выросли такими людьми, которыми гордились все. Они стали истинными представителями своего народа. Николай Егорович – народный писатель, Авксентий Егорович – философ, профессор, младший брат Трофим Егорович – воин-защитник в Великой Отечественной войне, заслуженный учитель России. Единственная их сестра Татьяна Егоровна вышла замуж за парня из Нюрбы, стала матерью большого семейства. Говорят, что самый сложный труд – это труд души. Какие же особые секреты человечества в воспитании детей знала их мать Федосия, вырастившая их достойными людьми? Наша мать не любила сплетни и всякого рода наушничества, совсем не терпела сквернословия. Думаю, что оба наших родителя относились к людям, которые считали, что в жизни надо уметь видеть ее хорошие, светлые стороны. Казалось, что у них было больше всего праздников, чем у других. Это у бедных-то людей. Приедет отец с уловом после рыбалки. Радость, праздник. Придет с охоты с добытыми в лесу зайцами. Опять радость, опять праздник.
Николай имел обыкновение играть лодкой. Однажды он не смог ее удержать. Лодка уплыла, а он остался. Испугавшись, Николай спрятался от матери. Потом бросился бежать. Мать заметила, остановила его и успокоила. «Пусть лодка уплывает, пусть уплывает, лишь бы сыночек остался». Никита остался один. К реке ходить нельзя. Вот она, широко раскинувшись, в низине плавно течет привольная толба. В воде отражаются горы, громоздящиеся на противоположном берегу. На реке покачивается маленькая двухместная лодчонка Легляр. И Никитка мигом оказывается на берегу. И вот уже по колено в воде бродит взад и вперед, все больше и больше входя во вкус. Наконец Никитка ложится поперек лодки и пытается покачаться. Но лодка крепко привязана к тальнику, и ничего не получается. Никитка выходит на берег и принимается неистово колотить камнем по узлу, который держит лодку на привязи. Он во что бы то ни стало хочет развязать узел и даже пробует перегрызть его зубами. Наконец, после долгих трудов, лодка избавлена от пут. Как хорошо! Внезапно Никита замечает, что тропинка на берегу плавно отдаляется от него. В ужасе он вскакивает и падает в холодную воду. Мгновенно все вокруг синеет. Никитка чувствует, что он погружается все глубже и глубже и начинает отчаянно барахтаться, чтобы вырваться на поверхность. Лодка, поворачиваясь к нему то боком, то кормой, и весело плывет по течению. «Никита!» Раздается над обрывом встревоженный голос матери. Время от времени из ее груди вырываются отрывистые выкрики: «Никита! Милый Никита!» Никитка выскакивает из своего укрытия, мать настигает его и, схватив, тяжело опускается на землю. Мама, лодка это, она сама. Закрыв глаза, все крепче прижимая мальчика к себе, Федосья шепчет: ничего, родной, ничего, ушла лодка, и пусть ушла, унесла вода лодку, и пусть. Видимо, долго они там сидят. Никитка даже начинает дремать. До сих пор осталось в памяти, когда мы в букваре впервые прочитали по слогам: «Пусть лодка уплывает, пусть». Со временем понимаешь, что этот маленький отрывок не только об уплывшей лодке, попавшей в стремнину. Он запал в наши детские души еще и потому, что давал первое понятие о любви к родине – преклонение перед матерью. Удивительна сила воздействия романа Николая Мординова «Весенняя пора». Мординовы увидели свет в прекрасном уголке природы, местности Хоптолох, расположенном на божественных берегах Амги. Говорят, все замечательное в этом мире создается теплом и силой любви. Видимо, солнце, щедро рассыпающее каждое утро свои животворные лучи над берегами красавицы Амги, отдавало братьям все лучшее, взошедшее в их умах и душах, ставшее благодатной почвой, на которой расцвел их талант. Братья Мординовы, искренне привязанные друг к другу люди, даже будучи уже в возрасте, сохранили необычайно теплые отношения, поддерживали, никогда не упускали из виду друг друга, скучали, когда долго не виделись, имели удивительно трогательную привычку целовать друг друга в затылок. Искренние, теплые отношения
безусловно, воспитываются с детских лет. Очень любили друг друга. И они-то здесь, а Трофим Егорович в Карабалахе, младший. И они оба очень любили младшего. Говорили, самый лучший Мординов у нас младший Трофим. Морозное, ясное утро. Густой холодный воздух вливается в грудь, словно кумыс. Недавно выпавший снег сверкает бесчисленными звездочками. На белой поляне торчат кое-где стебельки сорняков, а на востоке небо подрумянилось, как пена на молоке. Никита и Алексей шли один за другим по узкой дорожке. Снег поскрипывал у них под ногами. «Никита, ты когда вернешься?» «К Рождеству, милый». Тугой комок застрял у Никиты в горле. Братья плакали, но каждый делал вид, что не замечает слез другого. Долго шли они так. «Давай поиграем», — неожиданно сказал Никита. Они бегали, прыгали, падали на спину в снег. Алексей сзади набросился на брата, и они начали бороться. Ребята громко смеялись, и на сердцах у обоих стало немного легче. Но потом они опять молча зашагали, подавленные предстоящей разлукой. «Я буду приходить сюда и смотреть на наши отпечатки в снегу. До Рождества, небось, целых 100 дней. Да ты и тогда не придешь, я знаю. Будет мороз, а надеть тебе нечего». Алексей засопел, собираясь заплакать. У Никиты тоже навернулись слезы, и потому все, что он видел вдалеке, ивы, лес, пустые летние строения, расплывалось и вытягивалось. Авксентий, будучи еще дошкольником, однажды целые сутки проплакал. Перестанет ненадолго и снова плачет, просится в школу. Тогда он жил у бабушки с дедушкой, а те не хотели отдавать его в школу. А у братьев было очень сильное стремление к учебе. Вот Николай и взбунтовался. Как-то раз сосед сказал отцу: «Дигердан, очень уж смышленое лицо у этого мальца, учеба пойдет ему впрок». Так Николая отдали в школу. За старшим братом Авксентий заканчивает сначала Чечемахскую начальную, затем Чиркёвскую 7-летнюю школу. Продолжает учебу в Якутском педтехникуме, который успешно заканчивает в 30-м году. И по проторенной старшим братом тропе едет учиться в столицу страны, город Москву. Медленно отваливал пароход. Переполненный людьми берег постепенно отдалялся. «Привет, Москве!» — хором загремели Никитины друзья. Пароход набирал скорость и все увереннее разрезал стремительно несущиеся ему навстречу синие воды красавицы Лены. В 1923 году, а может и раньше, в Татинском Улусе в Черпехе состоялся эсэх. Туда верхом на лошадях отправились из Якутска более 10 человек, в том числе Аюнский и Винокуров. Помнится, Аюнский ходил вдоль трибуны, говорил долго. Из его речи я запомнил лишь о некоем Пуанкаре. Уж очень удивительно прозвучало для меня это имя. После митинга я подошел к Аюнскому, чтобы рассмотреть поближе. Человек со светлокарими глазами, с разрумянившимся на жаре белым лицом, на котором поблескивали очки, в буденовке с пятиконечной алой звездой, длинной солдатской шинели и сапогах, с вдохновением говорил о чем-то с людьми. Он произвел на меня незабываемое впечатление.
В Москве происходит встреча, определившая дальнейшую судьбу юного Авксентия. В это время в Москве учится в аспирантуре Платон Аюнский, готовясь стать кандидатом наук. Платон Алексеевич сразу приметил смышленого, жаждущего знаний, имеющего природный дар к наукам юношу. Вскоре Авксентий приступает к переводам учебников по истории, географии, естествознанию. Первое время учебники редактирует сам Аюнский. Молодой человек проходит школу одного из образованнейших своих земляков, расширяя круг знаний, приобретая бесценный опыт ученого мужа. Где-то в 1944 году, будучи учеником 6 класса Покровской школы, неожиданно для себя нашел отрывок из романа Шолохова «Поднятая селена» в переводе какого-то Мординова, Мординова. Но до этого мы знали, что есть большой писатель Аммат Чагая, но он не И вот было интересно, кто такой Мординов. Он один из лучших переводчиков, которые вообще у нас в якутской литературе когда-то были. Это самоценный перевод. И удивительно, что он раскрыл возможности якутского языка, возможности якутского литературного восприятия, адекватного, чтобы выразить творение великого гения. В 1934 году, в октябре месяце, открылось первое в Якутии учреждение высшего образования – Педагогический институт. В Новой Кузнице высшего образования республики первую лекцию прочитал молодой выпускник Московского института истории и философии Авксентий Мординов. Затем, на протяжении почти 60 лет, десятки поколений якутских студентов увлеченно будут внимать философу Авксентию Мординову, читающего свои лекции без единой бумаги, очень просто и доступно подающего мысли и понятия спокойного, с виду холодноватого, но удивительно доброжелательного и незаносчивого человека с медлительными, но подобающими его внешнему облику движениями, исключительно серьезного, вся веселость которого таилась глубоко внутри и сказывалась только в его речи, поражающей точностью высказываний и остротой юмора. На его лекции ходили слушать городская интеллигенция, преподаватели. Для меня это было, конечно, удивительно. Но то, что его лекции в нас пробудили нечто такое сокровенное, нечто такое высокое, это, конечно, несомненно, потому что молодой человек всегда думает истинные философские понятия, философия вообще, она отдалена от жизни. И мы думали, что это никоим образом не касается обыденности. И вот он таким обстоятельным разбором, такими увлекательными параллелями, которые он приводил, и изумлял нас, и как будто бы открывал в нас нечто такое новое, неожиданное. Мы тогда все сравнивали со Сталиным. Нам казалось, что он говорит как Сталин, то есть без внешнего ораторского блеска, но очень четко и определенно о том предмете, который нам излагал. В мае 1936 года, когда Авксентий Мординов, помимо того, что работал на созданной им же кафедре пединститута и одновременно замещал должность начальника главлита, Платон Алексеевич зашел к нему с предложением работать у него ученым-секретарем. Авксентий Егорович с радостью принял приглашение, и они года 2 работали вместе. В то время институт имел 5 научных сотрудников, директора, ученого-секретаря, 3 заведующих секторами. Тем не менее, за 2 года было подготовлено и выпущено 4 больших научных сборника, в том числе труд Сегена Боло «Жизнь якутов до прихода русских на Лену», «История якутской литературы», Уранхай Сахалар Ксенофонтова, труды Аюнского по языку. Затем, впервые в истории якутской культуры, было выпущено полное издание Лонхо Дмитрия Говорова с иллюстрациями художника Петра Романова.
У нас как реликвия хранится вот этот документ. Здесь написано «Научно-исследовательский институт языка и культуры» при Совнаркоме ЯССР. Вот здесь вот удостоверение Авксентию Егоровичу от 10 марта 1937 года. И здесь удостоверяется, что он действительно состоит на работе в научно-исследовательском институте, да, в качестве ученого секретаря, что и удостоверяется. И подпись вот Аюнский. Будучи избранным депутатом Верховного Совета, с последней встречи перед выездом в Москву Платон Алексеевич пришел с совершенно осунувшимся лицом и едва слышно произнес: «Максим в тюрьме». Он догадывался, что тоже будет заключен, и потому возложил свои обязанности директора на человека, которому доверял. Это был Авксентий Мординов. Затем Платон Алексеевич отдал распоряжение организовать на 6 месяцев экспедицию в составе Сагена Боло, Афанасия Савина в Вилюйскую группу улусов для сбора материалов, старинных якутских халанхо, сказок, рассказов. Платон Алексеевич был так сильно взволнован, что даже имя Авксентия Егоровича написал неправильно, потом исправил. Перед Аюнским он вообще преклонялся перед его талантом, мужественностью. Этот стол с особой историей, священный стол. После того, как тот самый секретарь обкома Певзняк объявил Аюнского врагом народа, собравшиеся на стадионе люди оцепенели от неожиданности, разом согнувшись под неимоверной тяжестью этой страшной вести. У Аюнских произвели обыск, описали имущество, выставили из дому. Акулина Николаевна раздала оставшуюся мебель близким людям. Тогда Авксентий Егорович, которого не обошло суровое дыхание 1938 года, сгубившего немало людских судеб, живший в ожидании ареста, вздрагивавший от каждого стука в дверь, к тому же имевший мал-мала меньше детей погодок, доживавший свои последние дни больную туберкулезом жену, сам едва живой от всех выпавших на его долю напастей, он, желая хоть как-то облегчить участь Аюнских, купил, говорят, этот стол. От этого большого старинного стола веет любовью, глубочайшим уважением, искренней преданностью к Платону Алексеевичу, безмерным преклонением перед гением Аюнского, сохраненное и пронесенное Авксентием Егоровичем Мординовым через всю его большую жизнь. Бюст всегда стоял на столе Авксентия Егоровича, и не зря, потому как он возвеличивал имя этого Аюнского и жил его ожиданиями, его заветами. Как продолжатель он бессменно следовал по этому пути. Как Аюнский говорил, у каждого народа есть отдельные личности, которые идут впереди как демоны. Личности, которые называются талантами, даровитостями и гениями. Вот так и они вместе с нами идут. Алексей Алексеевич Кулаковский, Платон Алексеевич Аюнский и его соратник Авксентий Егорович Мординов. Случайно совершенно не попал в репрессию. Дядя Коля очень сильно заболел. Он что-то там травмировал ногу и лежал в больнице. И там такая была антисанитария, у него начала эта нога гнить. Вот. И он тогда в отчаянии написал в Москву: вот я, писатель, вот лежу вот якобы вот здесь вот в больнице, прошу оказать помощь, в общем, и мне приехать и лечиться у вас. В таком смысле что-то. И вдруг как раз хотели отца забрать. В это время вдруг приходит телеграмма от Калинина. Народного писателя Якутии Мординова просим, в общем, отправить такую-то больницу.
И они растерялись. Калинин сам телеграмму отправил, а мы брата его будем арестовывать. Как-то вроде бы неудобно. Мординовы жили вместе лишь 10 лет. Маня в годы войны, совсем еще молодой, оставив мужу 4 детей, ушла из этого мира. Когда она умерла, конечно, папе очень тяжело пришлось. 4 детей. Вначале очень печально все было. А потом с нами стала жить мать Слепцова Молота Сергеевича. Она вот где-то дальняя родственница. Она вышла замуж за Слепцова из княжеского рода. И вот его посадили в тюрьму. И вот они скитались с сыном. И отец, значит, их приютил. У него вообще была такая манера. Он, значит, совершенно не смотрел, кто там у них родители репрессированы, не репрессированы. У нас все время жили финны, литовцы жили. Ну и вот так вот, благодаря ей она сразу, значит, настояла, чтоб корова была. И вот в голодные годы вот эта корова-то нас спасла. Сразу после окончания войны в Якутию за сбором материалов для диссертации приезжает младшая дочь Марии Николаевны Андросовой и Всеволода Михайловича Ионова, историк по профессии Ольга Всеволодовна. Она мне так понравилась, показалась такой красавицей. Я обняла отца как-то вечером, говорю: папа, я хочу маму, вот мамой вот эту тетю, ну, пожалуйста, пусть она у нас будет мамой. Оба увлеченные наукой, объединенные одним интересом, Авксентий Егорович и Ольга Всеволодовна в 1946 году вступили в брак. Родилась дочь. Но потом она неожиданно что-то случилось там, она умерла, что-то с кишечником. Ну и вот это вот очень подкосило Ольгу Всеволодовну. Она заболела, у ней была очень тяжелой формы астма, она не могла здесь в нашем климате жить, и пришлось ей уехать в Москву. Ольга Всеволодовна в самые тяжелые годы преследований мужа стала ему надежной опорой и верным другом. Они просто переписывали друг к другу, ездили, помогали. Вот он как мог ее там обустроил, все. И вот так вот жили летом, иногда она приезжала. В то время, когда Аюнского обвинили в символизме, отходе от реализма, когда прозвучало «поднялась моя рука, готовая к удару против Аланхо», и началась вакханалия оскорблений, Платон Алексеевич решительно встал в защиту народного творчества и продолжал широко использовать его в своих произведениях. Так появилась монументальная работа «Нюргун-Ботур стремительный», состоящая из 30 тысяч строк. В начале коварных 50-х годов, когда нападки, обличающие в национализме, достигли своего апогея, Авксентий Егорович, как и его учитель, будто в ответ этим ударом защитил докторскую диссертацию, посвященную взаимоотношениям народов. Всю жизнь занимался только одним лишь национальным вопросом и развитием культуры народов СССР тогда. Обычно бывает политикой, да? Сливаются малые народы с большими. А он сказал, сливаются все народы. И большие, и малые одновременно. 1954 год, как раз на него свалились большие напасти. Его обвиняли очередной раз в национализме. Это было связано с тем, что в эти годы он опубликовал несколько очень интересных статей по вопросам диалектического материализма и языкознания. Опубликовал он в самых престижных, как мы сейчас говорим, рейтинговых журналах «Вопросы философии» и «Большевик». Нашлись люди, которые решили поднять вопрос, что это возбуждает национализм не только у якутов, но и в других национальных республиках. Очень много в связи с этим, и не только в связи с этим, поступила жалоба в Высшую аттестационную комиссию
на предмет неутверждения националиста Мординова ученой степени доктора философских наук. Это было бурное время. У нас в республике как раз шло обсуждение, вы знаете, работы Георгия Прокопьевича Башарина, и в связи с этим, везде и всюду, как говорится, выискивали националистов. С тех пор, как он начал работать преподавателем пединститута, это с 1934 года, он пользовался неизменным уважением. Именно потому весной 1954 года на большом собрании, длившемся целых 3 дня, студентам-коммунистам удалось вырвать из лап черной несправедливости своего любимого учителя, не позволив исключить его из партии. Исключенный из партии человек не мог заведовать кафедрой основ марксизма-ленинизма и вообще не мог быть преподавателем пединститута. И вообще мог стоять вопрос его изоляции. Поэтому это собрание было очень бурное. Начался 3-й решающий день. Все удивились, что пришли первый секретарь обкома Борисов Семен Захарович, первый секретарь горкома партии Игнатов Глеб Николаевич. Выступления обвиняющей стороны были одинакового содержания. Авксентия Егоровича, как защитника буржуазных писателей, исключить из рядов партии. За те 3 дня и 3 ночи противостояния одержала победу настоящая партийная демократия. Правда восторжествовала над ложью. 2 голосами победили противников Авксентия Егоровича. Еще со времен Сагена Арджакова острые, проницательные речи отважных об образовании и просвещении разлетались огненными семенами, воспламеняя лучшие умы, светлые головы срединного мира, и превратились в национальную идею. Человеком, подхватившим национальную идею в 50-е годы, поднявшим на уровень времени, явившимся инициатором создания в Якутии университета, классического учреждения высшего образования, исполнившим свой священный долг перед своим народом, конечно, является Авксентий Егорович Мординов. И единственным человеком, который мог быть руководителем этого нового высшего учебного заведения, был только Авксентий Егорович Мординов. Он сам начал ходить по этим вопросам, по министерским кабинетам, имел разговор с тем же Вячеславом Петровичем Илюкиным, который его запомнил в связи с долгим обсуждением Высшей аттестационной комиссии и огромным потоком жалоб на Мординова как на националиста. И этот разговор, видимо, имел решающее значение для открытия университета. И университет, который сначала предполагали открыт в Улан-Удэ, в Бурятии, он открылся в Якутске в 1956 году. Открытие университета превратилось в большой всенародный праздник. На стадионе «Динамо» на митинге в честь открытия в Якутии классического университета собрались тысячи гостей со всех уголков республики. Торжество просвещения и прогресса, являющихся национальной идеей, поддерживаемых с древних времен лучшими представителями нации, превратилось в торжество всего народа. С того знаменательного дня закипела работа. Потом мы поняли, что это какое-то огромное событие было, а тогда мы видели просто масштаб, огромный масштаб, то есть изменения затрагивали наш весь город, можно сказать, потому что были открылись новые факультеты, и мы потом стали понимать, что все это направлялось Авксентием Егоровичем Мординовым. Авксентий Мординов, не ограничиваясь имеющимися в республике возможностями, обращается за содействием в знаменитые старейшие университеты страны. Он примечает, приглашает на работу и совсем еще молодых, только что закончивших аспирантуру людей. В единую мощную силу складывается большой интернациональный коллектив. Десант математиков и физиков, теоретиков приехали молодые люди, в основном из Ленинграда,
И они внесли такую струю, как бы свежую струю в наш учебный процесс, потому что это касалось не только там лекций или там, значит, практических занятий, но это пронизывало так как бы всю жизнь, потому что в это время стали возникать разные конкурсы, олимпиады, тематические вечера. Там задавали задачи, которые потрясали наше воображение, ну и так далее. То есть это изменило даже некоторый стиль. Таким образом, поставив во главу угла учебу, научную работу, спорт, объединив единой идеей молодой задор студентов, возможности и уровень преподавателей, громадный локомотив университета тронулся по дороге просвещения и прогресса, к горизонтам грядущего. Авксентий Егорович сыграл такую, исключительно большую роль. Если бы его не было, университета бы не было. Еще долгие годы. Открыли бы, скажем, в Бурятии, Бурятский университет, а наш бы где-нибудь, может, в 80-х годах бы открыли. Поэтому вот тот путь, который прошел сегодня университет, он тесно связан, прежде всего, с деятельностью, с личностью, с масштабом личности первого ректора Авксентия Егоровича Мординова. В 90-х годах, когда страну словно гигантской волной захлестнули масштабные перемены, коренным образом преображающие всю государственную систему, одним из мудрых аксакалов, стоявших в это смутное время за проведение нашей республикой разумной политики не поддаваться энергии упадка, зажечь искру надежды в людях, поддерживая идею «сильные самодостаточные субъекты, сильное государство», был Авксентий Мординов. Он был диалектиком, не отбрасывал прошлое, все соединяя прошлое, настоящее, будущее, стремился все время находить истину. Это самая главная черта Авксентия Егоровича. Вот поэтому боролся он всегда. Сеген Бало, Афанасий Савин приедут из Вилюйской группы улусов с богатейшим материалом. Авксентий Егорович после того, как был уволен с работы, переведет коммунифест Маркса и Энгельса. И к столетию Платона Аюнского поедет в Татту, взяв с собой памятный приказ под номером 55, по удивительному совпадению, хранившийся у него ровно 55 лет. Он сообщит, как говорил сам, единственному своему богу, народу Саха, что исполнил завет Аюнского, что восторжествовала и впредь будет торжествовать правда, за которую боролся Аюнский. К концу торжественного собрания сообщат об указе президента Михаила Николаева о присуждении Авксентию Мординову государственной премии имени Аюнского. Боготворимый им народ будет приветствовать его стоя. Он же с необыкновенным волнением и просветлением примет эту весть и скажет, что исполнил свой жизненный долг и завещает молодому поколению пронести дальше высокую идею. С такими заветными словами почтенный человек покинет почтенный Этекёль, держа путь в родной Хаптылох, завершив свою миссию. Это произойдет 1 ноября 1993 года.